Здравствуйте. В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Почти 600 заболевших медицинских работников и рекомендация работодателя. Был предусмотрен дистанционный режим работы, либо работа по индивидуальному графику. Что с эпидемиологической ситуацией, узнал Салават Мухаммадулян. Новые коттеджи на оврагах и строительном мусоре. В 2014 году сюда начал свозиться мусор со всего города. Кто ответит за вырубленные березы в поселке Алтан, выяснила Юлия Гоголева. Инструкция по градостроительству. Правила землепользования и застройки – это часть градостроительной основы нашего города, наряду с генеральным планом. В Казани представили новый свод правил, который даст городу развиваться максимально осознанно и цивилизованно. О новых правилах землепользования и застройки Рамиль Шайдуллин. Когда идти больше некуда. Неизвестно, когда бы я детей забрала ли вообще. В Казани официально открылся социальный приют для мам и их детей. Сколько семей уже получает помощь, расскажет Рамиль Галиуллин. Впервые за все время пандемии подтверждено сразу 3 случая смерти от ковид. Скончались 2 мужчин 1957 и 1980 года рождения и 68-летняя женщина. У всех были хронические болезни. Таким образом, число летальных исходов в республике перевалило за 100. Это 101 случай. Сегодня впервые с конца июня в Татарстане количество заболевших составило 45 человек. Таким образом, на 19 октября в республике 7856 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает республиканский штаб. Новый антирекорд с начала пандемии и в России. Почти 16 тысяч заболевших. Сегодня стало известно, что в Забайкальском крае школьников переводят на дистанционку, а крупные предприятия составляют списки сотрудников, которые могут работать удаленно. В крае за сутки почти 200 случаев коронавируса. По количеству заболевших лидирует традиционно Москва. Здесь заболели 5376 человек. В Санкт-Петербурге почти 700, в Нижегородской области около 300. Новые рекорды и в соседних регионах. В Марий Эл 52 заболевших, в Чувашии 49, в Саратовской области 163, в Ульяновской области 180 заболевших за сутки. Перевести сотрудников в возрасте 65+ на удаленку и предусмотреть для них индивидуальный режим работы. С такими рекомендациями сегодня к работодателям обратился Роспотребнадзор. Каждый 5-й заболевший ковид в республике возрастной. Почему не нужно сдавать тест на коронавирус без симптомов? Почему в поликлиниках не хватает врачей и сколько нарушений выявили в детских игровых комнатах? Салават Мухаммадулян о текущей ситуации. Здесь медикаменты. Спасибо. Так, с лекарствами и совсем необходимым весной волонтеры стали чуть ли не лучшими друзьями пожилых татарстанцев. Сегодня Роспотребнадзор республики просит возобновить работу волонтеров, а представителям старшего поколения перейти на удаленную работу. Обращаемся к работодателям, чтобы для данных лиц все-таки по возможности был предусмотрен дистанционный режим работы, либо работа по индивидуальному графику. Еще один совет от Роспотребнадзора – не торопиться делать тесты ПЦР, если нет симптомов болезни. Если нет никаких симптомов, то вполне вероятно, что вирус мы там и не обнаружим. Хотя, в принципе, вирус может быть в крови и вырабатываться вот эти самые антитела. Но клиники не будет и выявляться он не будет. Продолжаются проверки по соблюдению антиковидных мер в общественных местах и на транспорте. Как итог, сотни нарушений. Только по игровым комнатам 68 предписаний. В больницах же в зоне риска сами врачи. С начала пандемии в республике на работе ковидом заразились 588 медиков. Это около 7,5% от всех работающих с коронавирусными пациентами. На данный момент мы зафиксировали 11 умерших медицинских работников и 5 случаев при расследовании признаны страховыми. Из-за осеннего подъема ОРВИ не хватает и врачей в амбулаториях. Они тоже болеют простудой и уходят на больничный. В период подъема ОРВИ у нас сотрудники тоже, к сожалению, не убереглись от этой напасти. И сейчас часть из них находится на больничном листе. В школах ситуация под контролем. Правда, и в них плюс в колледжах и вузах 82 очага с единичными случаями. В половине из них наблюдение за контактными лицами продолжается. Как напоминание о том, что может произойти, если мы массово не будем соблюдать все меры безопасности, в Казани новый мурал размером почти на всю стену 9-этажного дома. Он посвящен
самоизоляции. Автор Азат Шакиров. На стреле крана он уже 5-й день. Сегодня рисунок должен быть завершен. На стене пчеловоды. Спросите, при чем тут самоизоляция? Азат отвечает, это аллегория. У них такие же болезни, вирусы есть в их комьюнити. И их стараются, я не знаю за диких пчел, но вот пчеловоды стараются их лечить от клещей и от прочего. Так изолироваться? Ну да. Может, хотя бы творчество поможет донести до некоторых жителей необходимость мер безопасности. Кому-то, похоже, и антирекорда в почти 16 тысяч заболевших по стране за сутки еще мало. Салават Нухматуллин, Алмазия Динов, ТНВ, Казань. Чем опасны аптечные тесты на коронавирус и почему им нельзя доверять? Расследование журналистов интернет-газеты «Реальное время». Читайте сегодня. В казанском поселке Алтан за последние 10 лет вырубили 2 гектара зеленых насаждений. Землю незаконно оформили и продали. В этом уверены жители поселка Алтан. Раньше он назывался плодопитомник. Все эти годы они самостоятельно пытались спасти зеленую зону вблизи своих домов, но тщетно. На месте рощи выросли новые коттеджи, причем засыпали овраги, со слов жильцов, строительным мусором непонятного происхождения. К делу подключились сотрудники Следственного комитета. По факту вырубки рощи, засыпки оврага и строительства домов возбудили уголовное дело. Пока в отношении неизвестного круга лиц. Юлия Гоголева разбиралась в подробностях этой запутанной истории. Здесь был прекрасный парк. Жители поселка Алтан сетуют, надеялись на тишину и свежий воздух, а в итоге соседствуют с несанкционированной свалкой и разгоняют КАМАЗы. И так говорят почти 10 лет. А все из-за березовой рощи, которая до недавнего времени располагалась прямо здесь. Участок, как утверждают алтанцы, не был, как сейчас, равнинным. Леса были, грибы были, ягоды были. По документам эта территория до сих пор является зоной рекреации, а значит, вырубать деревья здесь запрещено. На деле, как мы видим, берез практически не осталось. По словам местных жителей, овраг засыпали строительным мусором, землю поделили и продали. В 2014 году сюда начал свозиться мусор со всего города. Но поверх мусора они навезли уже красную глину. И сверху, вот как мы можем на сегодняшний день наблюдать, они уже привезли песок. А мусор, как мы поняли, был заказной, потому что камазисты нам говорили, куда нам говорят, мы туда и везем. Вот так территория выглядела в 2012 году, а вот что осталось от зеленого массива сейчас. Жители, говорят, вызывали участкового, писали в прокуратуру, Министерство экологии. Факты подтверждались, но деревья продолжали исчезать, как и овраги. На их месте, как грибы, появлялись новые дома. Вот и сейчас, там, где раньше шумели березки, возводят очередной забор. Здесь полномерная, длительная вырубка зеленых насаждений, крупномеров, и при этом еще и засыпка территории строительным мусором. Это и нарушение гидрологического режима. Да, и я уже как отметил, и тут кроме строительного мусора мы видим и холодильники, и битум. На публичной кадастровой карте Казани видно, территория бывшей рощи действительно поделена на участки. Их несколько десятков. Но административные дела экологи возбудили пока только в отношении 6 собственников. Во время рейда строительный мусор обнаружили только на их землях. Ущерб природе оценили в 1 000 000 рублей. Размер штрафов за мусор по 1000 рублей каждому из собственников. Были установлены фотоловушки для выявления именно нарушителей, для привлечения их к административной ответственности. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по данному участку. Кроме этого, собственники земельных участков привлечены к административной ответственности по статье 8.2, часть 1, от сброса отходов в неустановленных местах. За поваленные деревья собственникам придется отвечать уже перед городскими властями. По закону на каждое срубленное дерево, даже если оно на частной территории, нужно получать разрешение в Комитете внешнего благоустройства. Но в мэрии нам сообщили, за документами никто не обращался. В протоколе последней проверки фигурирует цифра 27 уничтоженных берез. Но жители уверяют, их было на порядок больше. Но здесь, увы, доказать и наказать кого-то уже сложнее. За рабочим процессом инспекторы ни разу не достали лесорубов. Соответствующие запросы направили в Министерство экологии Республики Татарстан с целью установления вопроса о проведенной проверке по вырубке зеленой зоны, там, так как была зона Р3, что соответствует зоне рекреации и зеленой зоны. В начале осени делом об исчезнувшей роще заинтересовался Следственный комитет. Возбудили уголовное дело пока в отношении неопределенного круга лиц. Выяснить предстоит и законность проведения газопровода к новым участкам, и правомерность приобретения этой земли.
По результатам проведенной процессуальной проверки в Следственном отделе возбуждено уголовное дело от 15 сентября 2020 года по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации». В ходе следствия будут устанавливаться все обстоятельства происшествия, в том числе и те лица, которые приобрели эти земельные участки. Проверяются действия должностных лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В свое время эта земля, которая сейчас стоит баснословных денег от 500 тысяч до миллиона рублей за 1 сотку, была территорией Пестричинского района и входила в Салмачинское сельское поселение. В 2001-м нынешний поселок Алтан, бывший плодопитомник, передали на баланс города. По данным исполкома Казани, уже тогда земля под рощей была частной собственностью. Получается, кто-то знал о присоединении участка к столице и что земля вырастет в цене. На основании каких документов муниципальная зеленая зона стала частным владением, мы попытались выяснить в Госархиве Пестричинского района. Но оказалось, вся документация по этой территории отсутствует. Этой информации у нас нет. На хранение в архив эта информация от Салмачинского сельского поселения не поступала. После передачи земель на баланс исполкома Казани сельсовет Салмачей расформировали. Документы по закону должны были передать в архив Пестричинского района, но, видимо, не успели. По словам жителей поселка, ходят слухи, что в сельсовете случился пожар и документация сгорела. Подтвердить это или опровергнуть в Казанской мэрии, в МЧС и в Пестричинской администрации нам так и не смогли. Информации о пожаре нет и в интернете. 20 лет прошло. Пролить свет на эту темную и запутанную историю мы попросили в службу Росреестра. В ведомстве заявили, одновременно с началом уголовного дела начали свою проверку. До ее завершения ситуацию не комментируют. Между тем, жители уверены, в поселке Алтан реализовали известную в 90-е годы схему по захвату земли на основании подложной выписки из хозяйственной книги и отводе участка за подписью главы поселения. А дальше участок ставили на кадастровый учет и шли за оформлением прав собственности по дачной амнистии. Тут есть и, видимо, двойная и тройная продажа, и, может быть, действительно люди, которые придут и не предполагают, что их земельные участки будут на строительном мусоре. В процессе подготовки сюжета пришел официальный ответ из мэрии. По новому генплану территория засыпанной рощи все-таки становится зоной жилой застройки, а значит, строительство домов здесь уже легитимно. Но вопрос, как и когда эта земля перешла в частное владение, до сих пор открытый. Имели ли здесь дело махинации и подлог документов, предстоит выяснить следователям. Наказание по 286 статье «Превышение служебных полномочий» до 7 лет лишения свободы. Жители не теряют надежды приостановить здесь строительство домов, а рощу готовы восстановить даже за свой счет. Юлия Гоголева, Адель Меддубаев, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Казани до конца года примут новые правила землепользования и застройки. В их обсуждении смогут участвовать жители города. Документ регулирует строительство на территории столицы. Что он еще в себя включает, обсуждали сегодня на утреннем совещании в мэрии Казани. Когда и как можно подключиться к народному обсуждению, расскажет Рамиль Шайтуллин. Казань одним из первых российских городов решилась преодолеть сложный барьер между прошлой нормативной базой и будущим. Речь о документе, который во второй раз в истории разработали практически с нуля. Новых правилах землепользования и застройки, сокращенно ПЗЗ, призванных развивать город максимально осознанно. ПЗЗ является одним из инструментов реализации генплана, уточняет его проектные решения. Иными словами, генеральный план – это стратегический документ, а ПЗЗ – это тактический. Один из главнейших градостроительных документов сегодня представили в мэрии. По нему все новые объекты Казани будут строго соответствовать таким параметрам, как размер участка, процент застройки, высотность. К слову, раньше это учитывали при возведении жилых домов, а теперь любых объектов. Правила землепользования и застройки – это часть градостроительной основы нашего города, наряду с генеральным планом. Это очень серьезный, важный документ. Новый свод правил пришел на смену документу 2007 года и отличается от него более чем на 500 пунктов. Ведь прежние правила, по мнению властей, сегодня окончательно устарели. Сейчас нужно учитывать и темпы развития города, и сохранение исторического наследия. Поэтому в Институте генплана Москвы разработали новый документ уже под новый генплан до 2040 года. Многие градостроительные решения, заложенные нашими предшественниками еще полвека назад, нашли отражение в новых документах и в новом генеральном плане, и в новых правилах землепользования и застройки. Теперь город делится не на 19 видов территорий, как раньше, а на 27. Появились общественно-деловая зона, общественно-жилая, общественно-производственная, что в будущем еще более разнообразит городскую среду, а уже сейчас привлечет многих горожан. В ноябре пройдут общественные обсуждения из-за пандемии в онлайн-формате. После этого документ примут уже до конца этого года.
Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Казань. Первое чтение бюджета республики на следующий год состоится в Госсовете 29 октября. Сегодня его начали рассматривать комитеты. Министерство финансов обещает, казна сохранит социальную направленность. Депутаты переживают, при 3-миллиардном дефиците реально ли выполнить все соцпрограммы. Хватит ли денег на перевод учебников на татарский язык? Состоятся ли все мероприятия в рамках Года родных языков? Смогут ли привлечь педагогов по программе «Земский учитель»? Мнение народных избранников Комитета по образованию и культуре услышала Алия Харудинова. Прогноз является достаточно напряженным. К обсуждению бюджета сегодня приступили профильные комитеты парламента. Бюджет с дефицитом в 3 миллиарда рублей. Причина всему – пандемия. На фоне запретов и закрытия границ только Татарстан не досчитался 30 миллиардов рублей. Несмотря на это, казна будет социально ориентированной. 77% расходов направят на образование, медицину, соцполитику. Значительным источником бюджета в этом году впервые станет НДФЛ. Один из таких оригинальных годов, когда налог на доход физических лиц у нас будет больше, чем налог на прибыль. Обычно налог на прибыль всегда превышает. Как при таких прогнозах будут выполнять социальную нагрузку бюджета? Вопросов у депутатов много. По итогам 7 месяцев поступления в бюджет, мы знаем, сократились на 34 миллиарда рублей, на 20,3%. Прибыль упала в 2 раза. Где резервы для столь оптимистичного бюджета? Я не понял, откуда они взялись. Внутренние резервы тоже есть. И министерство поджали, и в отраслях немножко мероприятий. Волнует и депутатов Комитета по образованию и культуре. Хватит ли денег на все мероприятия, запланированные в рамках Года родных языков и народного единства? В совокупности уровень прошлого года полностью сохранен. Практически ни по одной программе нет секвестра, нет сокращения финансового, поэтому это очень радужно. Львиную часть бюджета, 68 миллиардов, предлагают направить на образование. Одна из задач – повышение квалификации учителей и включение учебников в федеральный перечень. Главное, что сейчас волнует, отсутствие учебников на татарском языке. Когда решите этот вопрос? Ведь деньги, как я понимаю, есть. У нас есть учебники на татарском, 89 из них уже в федеральном перечне. Сейчас работаем над тем, чтобы остальные в него вошли. На очереди учебник «Салям», а также учебники для начальных классов. Думаю, к началу 2021 года они туда попадут. Были вопросы и к самообразованию учителей. В каждом районе по 50-70 учреждений образования. Это считая детсады и школы. А если посчитать подписку на образовательные журналы, то тут эта цифра не больше 30. Значит, на 5 школ только 1 журнал. Сегодня бюджет также обсуждали на комитетах по госстроительству и соцполитике. На сессию его вынесут 29 октября. И понятно, что обсуждение будет непростым. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Новая цифровая профессия от государства. Эти курсы как раз-таки дают не только важные знания, но и самое главное – инструменты для того, чтобы достигать нужного результата. Как для татарстанцев бесплатно открывают реальные возможности в мире IT-технологий, расскажет Наталья Мезина. Когда идти больше некуда. Неизвестно, когда бы я детей забрала ли вообще. В Казани официально открылся социальный приют для мам и их детей. Сколько семей уже получает помощь, расскажет Рамиль Галиуллин. Рустам Минниханов в Турции сегодня посетил предприятия организованной промышленной зоны в провинции Измир. Здесь сейчас работают 584 предприятия и 40 тысяч человек. Много фабрик текстиля, производство готовой одежды, автокомпоненты, переработка металла и химическая промышленность. Рустаму Минниханову показали, как производят пластиковые трубы в компании СН Пластик, а также он увидел производство крепежных элементов для машиностроительной отрасли. Продукция поставляется таким автогигантам, как Ford и Fiat. Антикоронавирусные меры стали и одной из тем международного форума породненных городов и муниципалитетов стран БРИКС. Он стартовал сегодня в столице Татарстана и будет проходить 2 дня в очно-заочном формате. Российская делегация встретилась в Казани, а участники из других стран подключились к обсуждению с помощью платформы Zoom. Более 100 специалистов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсуждают, как добиться устойчивого развития городов. Это и внедрение передовых технологий, сохранение экологии и безопасность. Сегодня день секционной
планы работы. Участники обсуждают узкопрофессиональные темы. А завтра состоится пленарная сессия. На ней ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, премьер-министра республики Алексея Песошина, а также мэров городов стран БРИКС, в том числе и Казани. Получить образование абсолютно бесплатно и по самым востребованным специальностям. Сегодня это могут сделать все татарстанцы от 18 до 65 лет. Достаточно просто подать заявку, получить цифровой сертификат и стать студентом казанских вузов. Как не упустить возможности и шагнуть в будущее уже сегодня, расскажет Наталья Мезина. Я хотела бы уточнить по поводу регистрации. С цифровыми технологиями Анна Тимирханова уже давно перешла на «ты». Работает в IT-парке не первый год и говорит, по карьерной лестнице надо шагать только вверх. Поэтому, когда узнала о новом образовательном проекте «Цифровые сертификаты», не задумывалась ни секунды. Сейчас у меня будет более узкое направление делать, но я смогу оплатить полностью государственный сектор. То есть это более интереснее. Большие данные – это только одно из направлений инновационного проекта. Всего же их 22. И все бесплатно. Кому цифровой дизайн и робототехника, а кому виртуальная реальность. За 5 дней поступило более 2000 заявок от татарстанцев. Медики, журналисты, специалисты МЧС. За цифровыми навыками в своем инстаграм позвал и Рустам Миниханов. Отказ от просторных офисов и поиск удаленных сотрудников – вот новые реалии в условиях коронавируса. Но для того, чтобы получить бесплатное цифровое образование, достаточно быть совершеннолетним гражданином, но не старше пенсионного возраста. Также среднее и высшее образование и прописку. Регистрация онлайн. Достаточно выбрать на сайте цифровой сертификат.рф понравившееся направление, заполнить анкету и дождаться ответа оператора. Если возникли сложности и вопросы, специалисты контакт-центра всегда на связи. На базе IT-парка мы открыли отдел, где любой желающий может прийти и получить интересующую его информацию и записаться на подходящий ему курс. Еще в ноябре 2019 года Татарстан стал одним из 5 пилотных регионов России, где опробовали новый проект. Условия участия в этом году привлекательнее в разы. Если брать 2019 год, то это было всего лишь 5000 сертификатов, и цена одного сертификата была 15 тысяч рублей. В этом году федеральный центр выделил Российской Федерации 33 тысячи сертификатов и, соответственно, увеличил стоимость его до 30 тысяч рублей. 72 часа онлайн-лекций и мастер-классов от ведущих специалистов IT-парка, Федерального университета КАИ и Иннополиса. В конце обучения каждому выпускнику документ кому-то о повышении квалификации, а кому-то о получении новой профессии. Подать заявку можно до 30 октября. В школе цифровых сертификатов планируют обучать до 2024 года. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ Казань. Обрести свой дом и шанс на новую жизнь. В Казани официально открылся приют для мам, оказавшихся в тяжелой ситуации «Колыбель». Здесь ждут всех, кому некуда бежать от домашнего насилия. Кроме крыши над головой, женщины получают и психологическую поддержку. История тех, кому удалось бежать из семейного ада, расскажет Рамиль Галиуллин. Вот, доченька, вот такая картинка должна получиться. Это сейчас Люция Гибадульна спокойно играет со своими детьми. А недавно жизнь казалась безнадежной. Рассказывает, было нечего есть, негде жить, могла и вовсе потерять детей. Тогда и решила обратиться в социальный дом. Не было дохода, не было жилья. Если бы не этот приют, неизвестно, когда бы я детей забрала ли вообще. Там, потому что уже дело шло к лишению родительских прав. Вместе с ней здесь живут еще 5 женщин, и у каждой своя непростая история. Алена Лебедева очень волнуется, когда вспоминает, как оказалась на улице с грудным ребенком, оставшись без крыши над головой. Неравнодушные люди подсказали, что есть приют в Казани. В Москве мы работали, а потом работу там потеряли. Я на улице осталась из-за мужа. Рита плакала, и мы вот зашли в любой подъезд, мы с ней там с этой женщиной познакомились. Она пошла за кормом для кошек, а Рита была в ее подъезде. Вот. И так вот она до сих пор помогает ей, все, вот она нашла это все. Заработал приют еще в марте, но теперь открылся официально. Он расположен в поселке Вознесение. Это не просто дом, а полноценный центр помощи. Женщины все очень разные, то есть очень, большой процент, я бы сказала, это те, кто сами воспитывали в детских домах, и, соответственно, у них тоже жизнь, пошла не совсем так, как хотелось бы. Они учатся воспитывать и общаться с детьми, то есть это тоже очень важно для мамы прежде всего. Существует приют за счет грантов и средств неравнодушных людей. Сотрудники центра организуют и досуг подопечных. Во дворе дома есть небольшой сад, где мамы занимаются выращиванием овощей. Благодаря грантовой поддержке совсем недавно приют смог приобрести вот такой новенький автомобиль. И теперь оказать помощь как психологическую, так и гуманитарную специалисты могут даже в отдаленных уголках республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда это все везете? Везем в Зеленодольск подопечной семье Подгузники. В
приюте не только оказывают помощь, но и готовы ее принять. Будь то теплые вещи, продукты или детские игрушки. Протянуть руку помощи можно, позвонив по номеру, указанному на экране. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Альметьевские школьники сегодня посадили ели и сосны в рамках экологической акции. Это один из этапов развития территории нового общественного пространства «Индустриальный сквер». Проектом занимается паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках». Растения, привезенные из полевых экспедиций, высадили в разломах асфальта, как символ того, что жизнь всегда найдет дорогу. Как раз в этих щелях, на небольших вот таких вот сломленных асфальтовых участках, семена, принесенные ветром или водой, или, может быть, животными, они уже давным-давно начинают прорастать. И поэтому и говорим о том, что природа все равно будет осваивать эту территорию рано или поздно. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. Поговорим о погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Даниил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Даниил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет облачно и прохладно, плюс 6-7 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге не обойдется без осадков. Температура днем достигнет отметки плюс 7 градусов. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше ожидается облачная погода. Временами с дождем. Температура пониженная, плюс 6. В Арске, Кукмаре и Балтаси пройдут дожди. Температурный фон к вечеру начнет понижаться. До плюс 2. В Болгаре, Дрожжином и Буинске переменная облачность, временами дождь. Температура днем плюс 6-7 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше аналогичная ситуация. Облачно и сыро. Днем до плюс 8. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани в предстоящие сутки облачно с прояснениями. Пройдут дожди, ночью около 4 тепла. А днем воздух прогреется до 6 градусов выше 0. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках низких цен «Фарма Импекс» проходит акция «Купи выгодно, берегите себя и своих близких». Покупай выгодно в аптеках «Фарма Импекс». Дитролекс – 1172 рубля. Визин – 293 рубля. Крион – 10233 рубля. Выбирай ближайшую аптеку. Аптеки «Фарма Импекс». Аптеки низких цен.